владеет банками и бизнесом стоимостью в миллионы и миллиарды. То, что может быть у Сафара, еще не раскрыто и не раскрыто. Но о Шамсулла писали десятки и сотни раз. Их писали так много, что в один прекрасный момент он вынужден был заявить, что компании под названием «Фарос» больше нет, она ликвидирована. Но оказалось, что это ложь, и «Фарос» до сих пор глотает и пожирает коммерческого дракона и упыря. Здесь мы не можем больше сказать о методах и способах пожирания Фароза, экономики и государства Таджикистана. Мы лишь представим вам список его предприятий, о которых много раз писалось в источниках еще до нас. Следует отметить, что этот список был опубликован несколько лет назад. За несколько лет до этого жена Шамсулла, Рухшона, была назначена послом Таджикистана в Великобритании. Уже несколько лет Шамсулла большую часть времени проводит в Лондоне и, как говорят, открыл там свой бизнес. Но мы не зря говорим